Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня у нас расклад на мужчину, на его действия. Сейчас будем смотреть сигнификацию. Настраивайтесь, девочки. У мужчины сейчас сложный переломный момент в жизни. Возможно, развод, возможно, вы в каких-то отношениях таких на расстоянии, да, то есть у вас что-то не получается. Вы не чувствуете силы дальше продолжать эти отношения, не продолжать, вы сомневаетесь. Мужчина неплохой человек сам по себе, то есть может помогать, может заниматься благотворительностью, может какие-то хорошие вещи, да, делать в своей жизни. То есть вы в нем увидели положительные качества изначально, вы увидели, что он человек семейный, что с ним можно строить семью, что он вам подходит. Либо вы так думали, девочки, потому что сейчас будем смотреть, да, подробнее. Но изначально у вас все было прекрасно. То есть было ощущение, что с ним все получится. Стали происходить потом в вашей жизни моменты, когда вы просто не находили в себе сил. То есть пошли конфликты сильные, пошли у вас, возможно, какие-то ментального характера, да, проблемы, какие-то мысли, чувства негативные. То есть вас отношения стали тяготить просто полностью. Было пролито много слез с вами. Были моменты вот отчаяния такого, знаете, когда уже вот просто не знаешь, что делать. Возможно, у вас здоровье уже стало просто покосилось, да, от этого всего. Сейчас вы одиноки, девочки. То есть даже если вы в каких-то отношениях или вы только в них вступили, у вас нет ощущения, что вы готовы были к этому, да, то есть все равно есть ощущение одиночества такого внутреннего, тяжелого, вот, когда тяготит прям. С ним у вас было много общего, вот с этим человеком. Было много общих тем для разговоров, были общие какие-то поездки, были общие какие-то темы. То есть все шло к тому, что, казалось бы, должно все сложиться, да, сложится семья. Но наступил переломный момент, то есть он вам показался совсем другим человеком, не тем, которым он себя представлял изначально, девочки. Будем смотреть, что сейчас происходит в его жизни, как он себя ощущает, с кем он, где он. Сейчас все узнаем. Ну, девочки, у него, скорее всего, есть жена, есть женщина, с которой он вместе, да, сейчас. Обманывает ее, обманывает много, обманывает, врет, льстит, какие-то предательства, да, у них в отношениях. Возможно, кстати, ребенок есть сейчас. Вспоминает, как от вас уходил, девочки, вспоминает, как вы расстались. Его тяготит эта ситуация, он все время думает об этом. Он считает, что он для вас все делал, девочки. Вот хотите верьте, хотите нет, да, у него такие ощущения, что он для вас сделал все. Но опять же, внутри он одинок. Он одинок так же, как и вы, девочки, при том, что есть другая, при том, что есть, возможно, семья другая, да. У него переломный момент сейчас и с ней в отношениях. То есть он уже думает, может быть, зря он с ней остался, может быть, зря так сложилась ситуация, что вы разошлись. Он хочет перемен каких-то в жизни, причем перемен глобальных. Хочет приехать, хочет написать, хочет до вас достучаться. Что-то сказать вам хочет, девочки. Думает, что у вас есть поклонник. Думает, что вы не одни. Ну, девочки, думает, что вы еще хотите замуж за него, кстати. Думает, что вы хотите продолжения, причем, что вы от него будете требовать серьезного, да, уже решения в жизни. Останется он с вами или нет, уйдет он из этой семьи или нет. Вы для него как звезда, знаете, женщина такая, вот опять же на расстоянии, которой очень хочется, но он никак не может к вам прийти. Он никак не может к вам прийти, хотя очень хочет. Возможно, думает о ребенке с вами, да, либо есть ребенок, либо хотел бы продолжения от вас, да. Скучает в интимном плане, хочет как-то приехать, хочет показаться, что вот он, я такой красавчик, да. Идут карты на активные действия, девочки.
Идут карты на действия. Все равно думает, что вы с ним будете как-то общаться по-дружески, что вы не захотите уже с ним серьезного, да, при том, что раньше у вас были намерения, а сейчас у вас как будто бы все остыло к нему. Хотя вы его вспоминаете, он вас вспоминает. Карта прошлого идет, да, девочки? Он ждет праздника, он ждет, когда проявится, как раз сейчас будет у нас 8 марта, да, скоро. Он хочет как-то показаться. Но при этом он будет гнуть ту же линию. Вот ту же линию, которую он гнул в ваших отношениях, он пойдет против всех, против себя в том числе, да. То есть есть у человека какой-то внутренний такой стержень, который не дает ему пойти на компромисс, пойти на какие-то уступки. То есть вот человек стоит на своем и все, да. Обид очень много у него, очень много обид, очень много каких-то мыслей ненужных, которых можно было бы исключить. Вообще человек неуверенный в себе, он неуверенный, он связан обстоятельствами. Он вот все время как вот связан по жизни, да. Все равно конфликт какой-то вот между вами есть. Есть конфликт, девочки. И он разумом понимает, что в принципе это решить можно. То есть это не что-то прям такое, да, решающее было. Но он по характеру человек довольно сложный. Не хочет идти на уступки к вам. Но при этом хочет показаться, что вот я такой весь хороший, прими меня обратно, да. Причем он сейчас не видит перспектив ни в тех отношениях, ни с вами. То есть он в таком каком-то сейчас находится состоянии, да, мне идет информация, что он просто ни к чему не готов. Вот он стоит как будто вот на перекрестке и потерянный, да, не знает, на какую дорогу ему пойти, с кем бы ему, кому бы примкнуться, да. Ну, вижу, у него с материальной сейчас хорошо составляющая, он много работает, вообще много занят делами материальными, да. Планирует сейчас, есть планы у него какие-то грандиозные. Возможно, хочет свое какое-то дело открыть, да, что это вот с бизнесом связанное. Думает, что у него все получится. Но знаете, тут больше карта такая, карта победителя, да, но она больше на поддержку идет. Ему нужна ваша поддержка, девочки. Он хочет к вам прийти, хочет сказать, что вот, я готов уже к серьезному, да, я готов, но я не знаю, получится ли у нас с тобой, потому что идет карта выбора, девочки. Влюбленная всегда карта выбора, карта нерешительности, да, такое. То, что и там ему хочется, и с вами ему хочется. Манипулирует много, и в той семье и с вами будет также продолжать. Вот такой вот человек, девочки. Я могу вам, конечно, сказать тут много всего хорошего, но я говорю то, что я вижу всегда. Много скрытных каких-то тайн, вот опять же, то, что вы скрывались там от жены с ним. От вас он, кстати, кого-то скрывал еще. Была еще какая-то, да, были еще какие-то женщины, потому что мужчина такой себялюбивый, мужчина с таким характером, что вот ему нравится, когда его одного любят, когда перед ним прыгают, когда его вдохновляют, знаете, на что-то. Вот ему такая женщина нужна, женщина-праздник. Ну вот сами карты идут, девочки, просто сами карты идут. Такая ему женщина нужна, легкая, да, женщина, которая вдохновляет, которая хочет, чтобы он был у нее единственный, да, такой, как говорится, там, как говорят, ты мой господин, да, но нам же это не нужно, девочки, нам же нужно уважение, нам же нужно, чтобы нас понимали. Но к жене он же однозначно идет, как, знаете, как отсушка, да, когда вот остывают чувства у них. Поэтому он и хочет к вам объявиться, вернуться, девочки, вот и все. Конфликты у них, ну, конфликты, знаете, бытовые такие мелкие. Но мужчины не любят это, мужчины не любят бытовуху, они всегда от нее бегут туда, где праздник, где хорошо, где весело. Но при этом, он знаете, как хочет, чтобы и там семья была, и здесь, и там, и здесь. И для него это он считает, что это благополучная ситуация для него. Он понимает, что ему так удобно, и он и будет себя так вести. И по-другому он не готов, потому что идет карта повешенной, карта жертвы, да, когда человек просто стоит на своем и все, его не сдвинешь. Но все-таки, знаете, у него есть какие-то планы на вас, вот есть планы, есть какие-то вот эмоции такие, связанные с вами, то есть всю дальнейшую свою жизнь, он все равно фоном вы идете, девочки, все равно вы идете. Но он от вас как будто хочет чего-то дождаться.
хочет чего-то дождаться, да, но не может. Что ты хочешь дождаться, да, скажи нам. Он, знаете, как хочет, чтобы вы стали с ним более такая резкая, чтобы вы стали более холодной, чтобы стали ценить себя, девочки. Потому что если вы будете все для него, ему будет это нравиться, да, в какой-то мере, то есть просто как вот со мной какая-то женщина есть и все, а ему нужна с характером, ему нужна такая прям, как возьмет, да, за одно место и потащит за собой. И вот с такой, он готов на все вообще, понимаете? Вот у нас какие тайны сегодня открываются, девочки. И он готов даже вот с ней как-то поменять свою жизнь, вот именно с такой женщиной. И он от вас этого ждет, что вы такой с ним станете. Думает, что все будет по справедливости, что с вами должно сложиться. Что с вами все равно что-то должно сложиться. Он от вас ждет, понимаете, какого-то вот знака, что ли, да. Так, девочки, сейчас смотрим на его проявление. Проявится ли он как раз в эти праздники, да? Настроились. Смотрим. Ну, девочки, однозначно он должен проявиться, потому что цветы, распутье. Но он, знаете, он как придет? Он придет, да. Он придет, возможно, с каким-то презентом к вами. Либо поздравление какое-то отправит, да, красивое в соцсети, там. Напишет, как вы ему нравитесь, как он страдает, как он скучает. Но, девочки, пока на распутье он. Пока на распутье. Ждет, что вы проявите какую-то внутреннюю интуицию. Ему сейчас нужно ваше понимание, да? Ваше понимание, потому что человек, он довольно сложный. Хочет о вас, кстати, что-то узнать. Хочет приехать, спросить, узнать. Есть ли у вас кто-то еще, кстати, да. Хочет, чтобы вы сейчас проявили какую-то покорность, да, вот повиновение, да, чуть-чуть ему где-то подыграли. То есть не сразу, что уходи там от нее, приходи ко мне, а вот как-то немножко помудрее, да. Ну, думает, конечно, что ему будет мешать вот эта женщина, с которой он сейчас жена, не жена. Да, все-таки браки у нас больше на небесах складываются, а не в ЗАГСе. Но он готов перейти в новое. Он готов перейти в новое с вами, девочки. Итак, на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии, пишите свои истории. Я все прочитаю. По личной консультации, кому нужна моя помощь, номер будет в комментариях.